В октябре 90-го года Чувашия приняла декларацию о независимости, в 2000-м – Конституцию. Но сейчас нормы о свободах разделения властей не работают. Глава региона и местный парламент выполняют декоративную роль, а выборы ничего не решают. Неужели так было всегда? Об этом лекция Дмитрия Семенова, кандидата в депутаты Госдумы от Чувашии 2016 года, а сегодня ведущего литовского телеканала «Делфи». О себе, я думаю, рассказывать особо не надо. Единственное, вкратце скажу, да, что занимался политическим активизмом, как уже написано, баллотировался в Госдуму от Чувашии, ну, еще там в муниципальные выборы тоже. Ну и, кроме того, заканчивал Чувашский государственный университет, историческое образование, и тема, по которой ты мне предложил выступить, собственно, почему я согласился, это во многом, ну, не во многом, а в какой-то части, в том числе, тема моей дипломной работы. Я постараюсь за отведенное время, наверное, построить так разговор, что будет такой краткий экскурс, да, по событиям рассматриваемого периода от меня, с какими-то моими ремарками где-то и с заострением внимания на таких вот важных, как мне кажется, вехах в истории постсоветской Чувашии, когда, например, Чувашия, может быть, могла бы пойти несколько по иному пути. Тут важная дата, которую все отмечают, когда говорят о постсоветской Чувашии. Ну, это еще формально не постсоветская Чувашия, но это тот период, когда, собственно, пошел тот самый парад суверенитетов в составе СССР, это 1990 год. И здесь, кстати, у меня будет в ходе моего рассказа и несколько сравнений, там, не знаю, в качестве примеров буду приводить Литву, и мы можем опять же вспомнить, что в Литве 11 марта 1990 года была восстановлена государственность, а в Чувашии в 1990 году, но в октябре, 24 октября, была провозглашена декларация о независимости, если быть точнее, то это 24 октября, и это действительно важный документ, о котором сейчас не очень сильно любят вспоминать официальные власти Чувашии, но я чуть подробнее попозже об этом расскажу. В общем, документ в чем важен? В том, что он именно Чувашию провозглашал как суверенную республику, то есть если раньше Чувашия, это была Чувашская АССР в составе РСФСР, да, если вкратце, то здесь буква выпадает, и чуваши хотели сделать Чувашскую ССР в составе уже всеобщего союзного государства. Вот. Ну и кроме того, там провозглашалось, что оно действительно суверенное, со своими законами, со всей полнотой власти и так далее. В общем, было такое время интересное, время, когда происходили очень важные и очень интересные процессы вообще по всей стране. И Чувашия здесь, можно сказать, что не осталась в стороне. И здесь как раз-таки впервые, да, было объявлено о том, что два официальных языка – это русский и чувашский. Официальное название государства Чувашская ССР – это русскоязычные манеры, на чувашском республика Чувашьень. То есть официально этим документом провозглашалось, что и название в том числе может быть на литовском языке. Говорилось о верховенстве Конституции и законов, но Конституции еще не было. Это тоже такой интересный момент. Можно сказать, что мы можем сказать по этому поводу, что это была достаточно смелая, как мне кажется, попытка, но в то же время она была, наверное, в какой-то степени аккуратная и осторожная, ну, потому что все-таки вот этот вот момент, что мы в составе вот этого социалистического блока, как Чувашская СССР, но со своей полнотой власти на территории своей республики. Он, тем не менее, присутствовал. Ну, наверное, здесь почему было это сделано так, сразу, наверное, важно сказать, ну, потому что, собственно, территория Чувашии современная, находясь в составе Российской империи, как бы, собственно, перекочевала, да, в Советский Союз после 1917 года. Вот. Ну, там другие республики Советского Союза, ну, такие как, опять же, мы возьмем Балтийские и вот эти вот 15 республик, которые их составляли, у них там был период независимости во время гражданской войны, как в учебниках по истории России пишут. И опять же, тут сравниваем с Литвой, да, у Литвы почему называется 11 марта 90 года днем восстановления независимости?
потому что День независимости есть еще праздник 16 февраля, это вот как раз в 1918 году было сделано. У Чувашии такого не было, видимо, поэтому в тот момент они, собственно, и не было такого задела, замаха сказать, что вот мы теперь совсем вот отдельная такая не чувашская СССР, а просто Чувашская республика. Но теперь я возвращусь к тому моменту, о котором сказал, почему не любят вспоминать об этой декларации, по всем тем причинам, почему я сказал, что, собственно, суверенитет и самостоятельное государство провозглашалось. И факт такой свидетельствующий, что они действительно об этом не любят вспоминать. Я вчера специально зашел на сайт, чтобы читать, освежить как-то свою память. На официальный сайт, вот Сёма прекрасно знает, у нас это называется портал органов в чувашском, называется kap.ru. Вот. И там есть раздел с историей Чувашии, как становилась, собственно, ее, как создавались ее органы власти республиканские после распада Советского Союза. Есть один сайт, один раздел, который объемный, подробный, очень неудобно написан, такая сплошная простыня, которую никто не будет читать, разве что только в научных целях. А есть вторая версия, такая более легкая, краткая, и вот там говорится о том, что буквально 29 августа 1991 года в Чувашии был принят закон об учреждении поста президента Чувашской ССР, это уже через год почти после декларации, а 17 октября законы о президенте и выборах президента. А дальше идет. А 26 декабря 1993 года первым президентом Чувашской республики был выбран Николай Васильевич Федоров. Куда же делись 2 года? Это же самое интересное, что происходило, собственно, в эти моменты, и мне кажется, как раз такая была веха, развилка, когда Чувашия, если, может быть, стать не отдельным государством могла, но могла пойти совершенно по другому пути, потому что в 1991 году состоялись 12 июня сначала выборы глав регионов на территории Чувашии, а вот уже в декабре выборы президента Чувашии, которые в итоге были, во-первых, проходили в 2 тура, а во-вторых, были признаны в итоге все равно несостоявшимися. Фишка в том, что в первом туре участвовало 4 кандидата, если мне не изменяет память. Это Атнер Хузангай, который вышел во 2-й тур, он как раз-таки был представителем Чувашского национального движения. И были 2 кандидата, их можно обоих назвать представителями номенклатуры. Это Леонид Прокопьев, именно он вышел во 2-й тур, он Совмин возглавлял до 1989 года, а на момент выборов он возглавлял Госкомитет РСФСР по делам национальностей. Вот. И был еще Эдуард Кубарев, это вот человек, который Верховный Совет возглавлял. Он в 2-й тур не прошел. Но самое интересное, кстати, что 3-е место в этих выборах занял кандидат против всех, 19% был у него. И во 2-м туре победу одержал, больше голосов набрал Хузангай, у него было 46%, а Прокопьев набрал 43%. Но выборы были не состоявшимися, поскольку система была такая, что кандидатам во 2-м туре необходимо было набрать 50% плюс 1 голос. Один из кандидатов этого не набрал, поэтому их и признали несостоявшимися, и вообще в итоге был назначен наложен мораторий на выборы президента до октября 1993 года. В 1992 его продлевали, но, в общем, 2 года в общей сложности выбрать президента в Чувашии не могли. И вот, опять же, это очень важная действительно развилка, о которой не любят сегодня вспоминать. Это тот момент, когда, собственно, если бы система власти была другая, если бы набрал необходимые 4% до 50 Атнер Хузангай, и кто его знает, по какому пути пошла Чувашия. Собственно, вот, это такой важный момент. А затем, пока идет вот этот процесс моратория, соответственно, президента нет, как-то выстраивать органы власти нужно, и кроме того, нужно подписывать было федеративный договор с субъектами РСФСР, со своими субъектами, которые входили в его рамки. И федеративный этот договор с Чувашией был подписан 31 марта 1992 года, и даже он предполагал суверенитет и самостоятельность, собственно, Чувашии. То есть оно рассматривалось формально, если следовать букве закона, как действительно отдельное государство. Там была такая хитрая формулировка «суверенное государство с полнотой власти, за исключением того, что относится к ведению федеральных органов власти». Вот за это за исключением того, очень сильно критиковали
тех, кто подписал этот документ от Чувашии, чувашские националисты, была такая в тот период очень важная политическая партия, партия, ну, ее называют сейчас, если читать какую-то историческую литературу, наверное, по Чувашии официальную, то называют их партией чувашских радикальных националистов. Она расшифровывалась так, как Чуваш Адавану партия, по-моему, если я не ошибаюсь, что на русский переводится как партия чувашского национального возрождения. На самом деле была очень сильная сила, наверное, ключевая такая сила как раз-таки в рамках чувашского национального движения в тот период. Вот. Ну и, собственно, ситуация вот в такой турбулентности так и продолжалась до 1993 года, пока не состоялись очередные выборы президента, на которых победу одержал уже всем известный Николай Васильевич Федоров, который до того был министром юстиции, ушел оттуда, вот, начал баллотироваться на эти выборы и одержал на них победу. Но даже после этого более-менее как структура начала выстраиваться, да, и вот мы пришли в итоге к тому сегодняшнему дню, в котором мы находимся. Но даже после этого на протяжении 90-х, тем не менее, происходили интереснейшие события, и противостояние с федеральным центром, и противостояние внутри республики, какие-то попытки саботажа были на протяжении 90-х до какого-то периода, поскольку формально Чувашия была самостоятельным государством даже на тот момент. Только в 2000-х годах этот статус был убран, и в соответствии уже с Конституцией Чувашии, которую приняли только в 2000 году. Это отдельная история, почему они так долго не могли принять. Советую, кстати, почитать Сему Кочкина, у него есть хорошая статья на этот счет, очень подробная. Вот, даже тогда, собственно, Чувашия рассматривалась как самостоятельное государство. Были на территории Чувашии национальные партии, то есть партии, которые не нужно было строить партию, как сейчас формально, да, что вот у тебя есть региональное отделение, у тебя есть там центральный офис партии в Москве. Нет, вот на территории Чувашии можно было создать политическую партию, и она, соответственно, имела абсолютно вот полноценной самостоятельной политической партии статус без всяких там регистраций в Министерстве юстиции Российской Федерации. Ну, собственно, уже ближе там, к середине 90-х, после середины 90-х эти партии какого-то значения вообще перестали иметь, и существовать-то они существовали на бумаге, как минимум, по-моему, в конце 90-х только последние такие партии были ликвидированы. И в 2000-м, как уже сказал, приняли Конституцию. Затем уже процесс активизировался по поводу сворачивания полномочий региона. Об этом уже, я так думаю, Федор Крашенинников более подробно после меня расскажет. В общем, президента в Чувашии не стало, стал глава. В 2012 году это произошло. И по итогу, что, собственно, по итогу вот имеем, как я уже сказал, то, что имеем. И Чувашия в составе Российской Федерации, здесь я закончу такой грустной шуткой жизни, наверное, сегодня является тем регионом, где мы можем видеть такие явления, как пациентов, больных на садовой тачке, как это было вчера в Красноармейском районе, везут, поскольку мост непригоден, до точки, где машина скорой помощи, докуда может доехать. Вот такая вот, вкратце, если говорить, такой вот экскурс. Спасибо, Дим, за то, что напомнил нам про кризис 90-го года, рассказал про ситуацию сейчас. Смотри, у меня вот такой вопрос. Единственные губернаторы, которые подавали в суд на Путина, это президент Чувашии Николай Федоров и глава республики Михаил Игнатьев. Как думаешь, почему так сложилось, что именно руководители Чувашской республики подавали в суд на президента Путина? Ну, здесь, опять же, мне кажется, надо о фигурах этих поговорить, да. Николай Федоров, это действительно такая значимая фигура, человек, который был министром, несколько раз федеральным, причем министром, да, и который при этом, он был с юридическим образованием, поскольку, как я уже упоминал, он был министром юстиции, он был весьма неглупый человек, как мне кажется, он человек совершенно... по каким-то внутренним, может быть, убеждениям, по внутреннему состоянию, отличающийся от нынешней, назовем так, говорят, что элита не очень правильно говорит, номенклатуру говорят, правильно называть, нынешнее окружение Владимира Путина. Человек из 90-х абсолютно. Опять же, мы можем вспомнить, что Николай Федоров, будучи уже в
в 2015 году в ранге министра сельского хозяйства Российской Федерации. По-моему, это был то ли один из двух, то ли единственный федеральный министр, который пришел на прощание с Борисом Немцовым, убитым тогда. Это человек, который, будучи сенатором в Совете Федерации, когда меняли гимн, демонстративно отказался встать под вот этот вот советский гимн. То есть он нет да нет позволял себе вот такие вот попытки саботажа всегда. Просто, наверное, вот уже точка невозврата произошла какая-то, когда он в открытую не может, да, сказать то, что думает, но он пытается нам какие-то, мы видим, подавать знаки даже сейчас, когда идет полномасштабная война. Можно почитать его блог, у него там не то, что прям какой-то прям уж сильный эзопов язык, там понятна мысль, которую он пытается донести. Можем вспомнить, как он публично собачился, будучи сенатором, здесь уже без всякого эзопового языка, с Михалковым за наезды на Ельцин-центр. Ну, это опять к Феде туда, на родину мы отсылаемся, в Екатеринбург. То есть Федоров был такой фигурой, который мог себе это позволить. Если говорить об Игнатьеве, то мне кажется, здесь у него действительно такая вот была человеческая какая-то наивность, как мне кажется. Ну, знаешь, вот как говорим мы, вера в доброго царя. И вот мне кажется, у него эта вера в доброго царя как раз-таки и была. Мне кажется, что Игнатьев, ну, не самый, я буду мягко говорить, да, там, человек, который достоин поста главы республики, главы региона, но человек, вот, не знаю, он такой, мне кажется, искренний, в принципе, он такой не злой, не циничный, как мне кажется. Ну, просто это не его должность, не его ноша как бы вышла такая. Вот. Ну, и он в силу своей вот этой вот наивности, веря в доброго царя, веря в то, что, ну, как бы искренне веря, да, во Владимира Путина, в партию «Единая Россия», думал, что ему удастся таким образом восстановить справедливость, но вот как мы видим, в итоге не удалось. Я думаю, что он больше верил в российского президента и в российскую власть. То есть, понимаешь, ему как бы казалось, что то, что ну, партия «Единая Россия», то, что он во главе, ему казалось, что они действительно делают хорошие вещи для народа Чувашской Республики, для народа России. Ну вот просто времена, может быть, не те. Ну и сейчас еще немножечко нам времени, и у нас все получится. Ну то есть если мы слышим от Путина это, да, 23-й год там подряд о том, что вот-вот мы хорошо заживем, то, ну, это такая откровенный такой цинизм, как бы, да. А вот Игнатьев, мне кажется, искренне в это верил. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк и задавайте свои вопросы в комментариях. Это последняя лекция с конференции «Чувашия после войны», которую мы выкладываем в открытый доступ. Другие 3 видео совсем скоро будут доступны для спонсоров. Вступайте в их ряды, чтобы поддержать нашу работу и узнать о кризисе популярного чувашского искусства, чувашах за рубежом и, конечно же, про Чувашию будущего. Пока.